Мазар Мендике-Батыра находится в Тимирязевском районе, близ села Приозерное. Мендике-Батыр – военачальник, выходец из Среднего Жуза. Родился в 18 веке. Он был одним из предводителей войск Аблайхана. Однажды в ходе сражения Мендике-Батыр поверг 150 вражеских воинов. Впоследствии не раз проявлял отвагу и стратегическое мышление. В 2007 году к 220-летию потомки казахского воина построили на могиле Мендике-Батыра мавзолей. Стараемся пропагандировать среди молодежи и учеников, чтобы они знали историю о том Батыре, который сражался на казахской земле. И стараемся чтить свято те традиции, культуру, обычаи о том, что это наше сакральное место. Хотела бы, наверное, пригласить всех. В 5 километрах от села Докучаева расположен курган Сары-Оба, в буквальном переводе «желтый курган». Но на самом деле он назван по имени Батыра Сары, поэтому более правильным будет название Сары-Батыр кургана. Именно под этим курганом находится могила Сары-Батыра из рода Уак. Диаметр кургана более 20 метров, высота около 6 метров. По рассказам местных жителей, Сары-Оба – священное место. Порой тяжелобольные люди даже ночуют здесь для исцеления. Вокруг кургана много могил, каменных плит. Многие соплеменники Сары-Батыра желали после своей смерти быть похоронены недалеко от него. По некоторым данным, в 1771 году в возрасте 81 год Сары-Батыр в одном из боев был смертельно ранен. Согласно обычаю и желанию умирающего, он был похоронен на родной земле. На месте его захоронения был насыпан высокий курган – Сары-Батыр курганы. Как уже упоминалось, недалеко от него возвышается еще один курган. Диаметр его около 15 метров, высота около 4 метров. Этот курган называется Сыйыр-Батыр Обасы. Здесь захоронен сородич Ер-Сары-Батыр Сыйыр. Жил он в 19 веке. К тому времени земли Казахстана вошли в состав Российской империи. В 18 веке, защитив Казахстан от нашествия джунгар, Россия стала постепенно проводить антинародную колониальную политику по отношению к казахскому народу. Это вызвало неоднократные освободительные восстания. Одним из активных участников был мужественный Сыйыр-Батыр из рода Уак. Сегодня в эти места часто приезжают гости из других регионов и стран. Ежегодно проводятся экскурсии среди школьников и студентов. В данный момент мы находимся на захоронении батыров Сары Сыйыр-Батыр, вот вы видите за мной. В 2014 году был построен общими силами наши земляки, тимирязевцы. Приезжали со Астаны ребята. Ну, мы считаем себя родственниками, конечно, естественно. Вот собрались ребята, крестьянское хозяйство, со своих средств построили вот такой памятник замечательный. Для дальнейшего вот оставили как бы след, в дальнейшем, чтобы дети знали, чтобы Казахстан узнал, весь мир узнал о таком захоронении. Тут не один памятник находится, вот были в селе Акжан, наверное, там еще один памятник находится, тоже его восстановили как бы. Ну и на сегодняшний день наша история Сары Сыйыр-Батыр. Сюда приезжают дети, экскурсии приезжают, естественно. Рассказываем